государственный визит в Казахстан заканчивается. Вас встречали везде на высшем уровне. Как вы оцениваете в итоге перспективы сотрудничества? Хорошо. Казахстан, я уже много раз об этом сказал, не просто наш союзник, партнер надежный, но очень важно то, что Казахстан развивается успешно под руководством президента Токаева. Касым-Жомарта Кемелевича демонстрирует стабильный рост, очень устойчивый, надежный. Социально-политическая обстановка в стране стабильная, что очень важно для планирования работы в сфере экономики, для инвестиций. У нас миллиардные инвестиции в экономику Казахстана. Я уже говорил, по 30 миллиардов товарооборота, он растет постоянно. Традиционно сложились направления нашего сотрудничества. Это и космос, и энергетика, это уже в наши дни высокие технологии. Вот сейчас по энергопроектам возможно расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики, поскольку мы уже вместе работаем. Казахстан – крупнейший производитель урана в мире. И мы присутствуем в месторождениях урана в Казахстане. В сфере промышленности у нас хорошие перспективы, особенно в области кооперации. Одной из проблем была и отчасти остается проблема расчетов, но мы свыше 80% всех расчетов перевели уже в национальные валюты. И это, конечно, облегчает нашу работу на финансовой сфере. Ну, кроме всего прочего, у нас же гуманитарные связи, на общечеловеческом уровне очень хороший контакт. Казахстан – это практически русскоговорящая страна. Ну, вы сами, наверное, почувствовали. И, к сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, и со своей критикой происходящих процессов и в российском обществе, и в казахстанском. И не всегда эта позиция, эта критика, она соответствует интересам государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шагов, которые бы разрушали наши отношения. Вот, скажем, в сфере энергетики у нас здесь традиционные вещи, тем не менее, у нас очень большие проекты могут возникнуть в сфере транспортировки наших энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана. И здесь традиционно сложилась ситуация, когда в одном из регионов Казахстана не хватает того же природного газа, а в других территориях в избытке, и нам объединять усилия, нам поставлять что-то в Казахстан, что-то получать из Казахстана при достаточно большой территории самого Казахстана и наших больших территориях оказывается выгоднее, чем развивать прямо у себя на территории. Поэтому мы естественные партнеры и союзники. Я оцениваю, что у нас очень хорошие перспективы на будущее. И вчера мы и в неформальной обстановке с президентом Касым-Жомартом Кемелевичем весь вечер за ужином обсуждали эти перспективы. Повторяю еще раз, я оцениваю их как в высшей степени положительные.